Андрей Анатольевич Лозицкий. Но я думаю, что просто Андрей Лозицкий, потому что меня знали в Комсомольске совсем юным еще, я там закончил. Так, вы учились в Комсомольской средней школе поселка Комсомольск на Печоре. Мы продолжаем перекличку комсомольчан. Имел счастье такое учиться в Комсомольской средней школе. Погромче, пожалуйста. Да. Имел счастье учиться в Комсомольской средней школе. Закончил там 8 классов в 1979 году. Потом с родителями уехали в Сосногорск. Там я заканчивал 9-10 класс. Но воспоминания о школе, о начальных классах, вообще о школе, конечно, это в моей душе, в моей памяти, оно никогда не выветрится и никогда не исчезнет. Потому что это альма-матер, это начало всех начал. Я очень счастлив, что я учился в этой школе, что жил в этом поселке, что знал этих людей, которые были рядом со мной. Это была моя самая счастливая пора детства, юность, отрочество, когда все становление происходит. И очень хорошо, что даже телевизора не было у нас в Комсомольске, да? Да. Так, с кем вы учились и кто вас учил? Ну, учился я, давайте вспомним уже, наверное, тех, кто нет. Андрей Бажуков такой был у нас, и Андрей Буров был, и Вечеря, наверное, жив, слава богу, я не знаю, давно мы же с ним, так сказать, не общались. Фефелов Паша, мы с ним переписывались. Вот. Ну, Берута Ковалева, Оля Демченко, много-много ребят, которых, конечно, вспоминаешь по-доброму. А учителя были у нас, ну, ваша мама, Костя, Юлия Сергеевна, значит, классный руководитель у нас, она вновь приехавшая, я вот сейчас даже, честно так скажем, на вскидку не скажу, там 7-8 класс. Вот, потому что, наверное, была учителя... Переходцева... Нет, учитель физики она была. Учитель физики была? Да, я вот помню ее. Ну, в смысле, помню ее, но, так сказать, в сознании моем... Афанасьева, наверное. Сложно сказать. Директором кто был у вас? В то время была... Илья Михайловна. Илья Михайловна, да, она была. Значит, ну я застал еще и Харитонова в первых классах с кличкой Дерек. Почему такая была у него? Это не Ник. Ник, наверное, да. Ник, да. Но я помню, что он нас стимулировал к хорошей учебе, ударив указкой рядом с нашими руками. Со всех сил. Указка не ломалась? Нет, указка не ломалась, и нам придавало это сил. Тонус. Держал в тонусе, да? Да, держал вас. Но потом, когда он уходил, конечно, ему доставалось бедному. Мы изливали все, что могли. Наша юношеская фантазия, детская фантазия. Так, что вы могли бы сказать вот про этому такое устройство? Аспекту моей жизни я очень многим обязан. Значит, Виктор Ефимович Бадокин, царство ему небесное, я думаю, что очень многим заложил фундамент в жизни, сплотив нас всех заниматься в духовом оркестре. Это была действительно какая-то отдушина, мы бежали туда, мы летели туда. Через этот духовой оркестр прошли, наверное, все молодые люди поселка Комсомольск. Кто-то уходил, кто-то приходил, значит, ну, оставались, значит, потому что действительно он чувствовал, что он вкладывает душу. Значит, он не просто, так сказать, отрабатывает какой-то номер, а он вкладывает душу, и ему было важно, чтобы ребята прониклись, чтобы они знали нотную грамоту, чтобы вот эта гармония музыки, она, так сказать, была и органична, так сказать, гармония их на пути становления. Вот. Поэтому он очень тоже, да, у меня такой эпизод был, я только пришел, но что мне дать? Он мне дал барабаны. Ну, я, конечно, со всем этим юношеским максимализмом, как начал стучать по этим барабанам, на самом такой патетической ноте останавливает оркестр и говорит мне: ты, подлец, говорит, меня забиваешь. То есть я как бы, ну, от души стучал по этим барабанам, поэтому, так сказать. Ну, а потом, нет, я многого не добился в этом оркестре, но вот брат мой Виталий, значит, он, да, действительно. Там была некая иерархия. Начинал с барабанов, потом альт, потом, так сказать, он уже выбирал, куда тебе, какое направление. Либо, так сказать, тенор пойдет, либо уже труба. Труба это было вообще как бы верх, так сказать,
ну, достижений в этой области. Я до трубы не добрался. Мой удел был альт. Вот. Ну, и еще был критерий, значит, оценки твоего умения, это участие ну, в сопровождении похорон. Значит, туда брали только избранных, им платили какие-то деньги, и как бы вот, если тебя не взяли, значит ты еще не достиг совершенства в этой области. Поэтому вот такая история. Я очень благодарен Виктору Ефимовичу, потому что, так сказать, ну, при всех моих скромных возможностях в этой области, он меня все равно отмечал, как-то не выгонял, хотя, наверное, так сказать, мог бы, имел бы право на это, но вот он меня, видимо, терпел. Но для него был духовой оркестр своеобразное хобби, он ведь и его специальность совершенно другая. Ну, и, да, он врач, ну, это, конечно, у него было, так сказать, я думаю, что это вот он струны души какой-то. Это сам он в детстве попал в детский дом, убегал от родителей. Там рядом у них находилась в Брянской области, в Бяково, Наволинского района, детский дом-интернат. И в этом детском доме-интернате был духовой оркестр. И туда, как... Раньше было ведь много Макаренко, но везде были духовые оркестры. Ну, да. Духовой оркестр сплачивает разновозрастные категории юношей и девушек. Ну, я не знаю, это есть информация уже в том процессе, который, Константин, делаешь. То есть вот эти все инструменты, они сохранены. И благодаря вот Константину Бадокину, сыну Виктора Ефимовича, мы смогли, ну, мое скромное участие в этом было, мы смогли эти инструменты сберечь, которые для нас, комсомольчан, да, правильно, имеют очень большое значение, для меня во всяком случае, потому что, ну, я думаю, что и многие, которые прошли через этот духовой оркестр, такие же чувства испытывают. Мы эти инструменты сохранили, и самое главное, мы хотим им придать вторую жизнь. Вот Косте надо отдать ему должное, как бы Так, все, успокаиваться в этом и, так сказать, где это, Константин? Я планирую открыть духовой оркестр при университете. При университете. При Это вообще университете, был да. шаг вперед. Понятно, что они уже раритетные, сейчас все шагнуло давай. Трубе, наверное, лет 40 уже. Это просто уже экспонат. Но тем не менее, если заставить ее выдавать звуки, а я тогда думаю, что инструмент могли делать, да, и, так сказать, не экономили на металле, как сейчас все делают из Китая, это все, так сказать, может выдавать еще гармонию звука такую, что гармония в гормонах. Да, благодарю за интервью. Еще одно, перед тем, как вы нажмете на кнопочку, мы остановим, но я хочу поздравить всех с Днем Единства и Согласия. Значит, и вот вместе с Константином мы за вас, за всех, за ваше здоровье поднимаем эти скромные бокалы. С праздником!